Виктория Санникова просматривает многочисленные ссылки в интернете по запросу «Ищу работу няней». У нее есть некоторый опыт, но сейчас она просто согласилась помочь нам в расследовании. Она наугад выбирает номер телефона и звонит. Я звоню по объявлению, требуется няня. Так, все, я вас сейчас запишу. Если какой-то вариант будет, я наберу. Но вот могу вас сразу предупредить, что по няням сейчас вообще очень мало спроса. По некоторым данным, полученным из разных источников, в Саратове с населением более 800 тысяч жителей функционирует около 200 агентств по подбору персонала. Некоторые открываются, чтобы сразу закрыться, другие остаются на плаву довольно долгое время. Фирма-помощница на рынке услуг города уже 16 лет. При оформлении договора и анкеты включены все абсолютно пункты, которые подходят под требования по подбору данного персонала. Требования достаточно высокие. Кроме того, когда человек приходит в фирму, мы очень досконально смотрим трудовой послужной список человека, беседуем психологически с людьми, предоставляем, требуем от них все справки по состоянию здоровья. Возможно, успех и стабильность положения помощницы связан еще с одним немаловажным их критерием отбора персонала. У всех потенциальных работников должна быть местная прописка. Это дополнительная гарантия безопасности для будущих работодателей. Вскоре после московской трагедии уполномоченная по правам ребенка по Саратовской области Татьяна Загородняя на своей странице в соцсетях сделала заявление, что теперь займется проверкой специализированных агентств. Сегодня детский омбудсмен признается, что отследить и проверить все фирмы невозможно чисто физически и призывает к бдительности прежде всего самих родителей. Нужно обязательно посмотреть на каждый штамп, который стоит в ее паспорте, и спросить, а вот это почему, а это как, а это что. И я думаю, что любой маме, если она собирается оставлять ребенка на чужого человека, нужно устанавливать дома камеру. Однозначно. Молодая мама Татьяна Михайлова согласна, что основная ответственность в этом вопросе лежит на родителях. У нее 2 детей и уже 3-я по счету няня. И каждую кандидатуру они с мужем проверяли с особой тщательностью. Еще один такой момент. Всех своих нянь, которые у меня потом работали, и в том числе, мы пробивали по списку органов безопасности. Там нет ли у нее криминального прошлого, кредитов. Надо с ним общаться, надо разговаривать, надо узнать всю историю его жизни. Такие крайние меры кому-то покажутся избыточными. Однако опыт говорит о том, что иногда родители стесняются спрашивать даже элементарные, обязательные документы – диплом, паспорт, рекомендательные письма и медицинскую книжку. Между тем, это жизненно необходимо, когда речь идет о судьбе самых дорогих людей в этом мире – наших собственных детей. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов.